Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Состоялась премьера документального фильма, посвященного судьбам ветеранов батальона имени маршала Баграмяна и других защитников Абхазии армянской национальности. Музей Банка Абхазии организовал выставку перед зданием музея. Представлены монеты и банкноты, выпущенные Национальным банком. Народные гуляния прошли в Гулрыбском районе в честь празднования 32-й годовщины освобождения района от грузинских оккупантов. Мы продолжаем рассказывать о событиях 32-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. Двадцать 29 сентября бойцы Восточного и Западного фронтов, объединившись накануне на Кадурском мосту, с боями продвигались дальше на восток, метр за метром, освобождая родную землю от грузинских оккупантов. Практически за один день был освобожден весь Очимчирский район, а к вечеру 29 сентября был освобожден город Очимчира. До Дня Победы оставалось менее суток. В Абхазской госфилармонии состоялась премьера документального фильма из серии «30 лет спустя», посвященной судьбам ветеранов батальона имени маршала Баграмян и других защитников Абхазии армянской национальности. Лента, созданная журналистом Мананой Кокускир и военным оператором Валерой Майрамяном при поддержке армянской общины Абхазии, часть цикла из 3 фильмов. На показе присутствовали президент Абхазии Бадыр Гунба, члены правительства и депутаты Народного собрания. С началом Отечественной войны все жители Абхазии плечом к плечу встали на защиту родной земли. Также на помощь пришли добровольцы со всего Кавказа. И, разумеется, не могли остаться в стороне армяне-амшенцы, уже 1,5 века живущие в Абхазии, потомки выходцев из Западной Армении, из исторической области Амшен. Они встали под оружие, готовые разделить судьбу своей новой родины. На мероприятии присутствовали ветераны войны и члены их семей. Это фильм, эти 3 части о 22 военных судеб. Красной нитью проходит боевое братство. Это военное братство началось с нашей войны. После мартовского наступления отец ищет своего сына, знает, живой, но раненый, спускается к глубине, и навстречу на носилках несут его сына. И мальчик говорит: папа, там внизу тяжело раненый армянский командир, не оставляйте его. Это тоже боевое братство. Будучи народом воинственным, абхазские армяне образовали для самозащиты своих сел против агрессоров отряды ополчения, объединенные единым командованием. Общее подразделение абхазских армян получило наименование «Мотострелковый батальон имени Баграмяна» в честь знаменитого маршала, одного из самых известных армянских советских военачальников Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает о вкладе армян в победу в Отечественной войне народа Абхазии, об их героизме и самопожертвовании. 30 лет назад перед каждым из нас стоял выбор: защищать свою родину и пойти воевать, или сохранить свою жизнь и уехать. И вот этот выбор, он определил исход нашей войны.
каждый, независимо от возраста, пола, национальности, кто остался и разделил судьбу своей родины, своего народа, имеет, на мой взгляд, полное право быть запечатленным в истории Абхазии. Кто не побоялся, кто превозмог себя, свои страхи, кто участвовал, кто был ранен, попал в плен или погиб, все они люди с большой буквы. И все они настоящие герои. Батальон имени Баграмяна, насчитывавший около 1500 добровольцев, выделялся хорошей подготовкой и дисциплиной. Под предводительством легендарных командиров, таких как Варшак Касян, Сергей Матасян и Галус Трапезанян, бойцы самоотверженно оберегали армянские села от бесчинствующих банд. Батальон вписал свое имя в историю, приняв участие в освобождении Сухума и других ключевых операциях по защите Родины, в том числе в Кадорском ущелье. Фильм рассказывает о наших соотечественниках, которые в тяжелые годы, не раздумывая, стали на защиту Отечества. Скромные и честные люди. Они и сегодня пример мужества и патриотизма для молодежи. Годы и раны не сломили их. И дух, если потребуется, они вновь готовы встать на строй. В канун праздника мы склоняем головы перед памятью павших. Низкий поклон всем, кто отдал жизнь за свободу и мир на абхазской земле. Бойцы подразделения показали себя как настоящие герои. Гроза врагов Абхазии. 20 бойцов батальона получили гордое звание Героев Абхазии. Премьера фильма стала важным событием в культурной жизни страны в преддверии 32-й годовщины Победы, подчеркнув многолетнюю дружбу абхазского и армянского народов. Этот фильм – дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за свободу Абхазии, независимо от национальности. Кунда Шоуа, Алексея Кухава, Абхазское телевидение. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы и Независимости. В рамках визита сегодня президент Абхазии Бадр Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж». Они посетили ЖД-станцию Келасур в Сухуми, где ведется подготовка к запуску этого международного спортивного проекта. Данный проект был презентован финалистам кадрового конкурса команды Абхазии Георгием Габуня президенту Бадре Гунба во время предыдущего визита Сергея Кириенко в августе. В настоящее время в селе Адзюбжа Чимчирского района создается комплекс препятствий, сочетающий природные и искусственные элементы. Проект рассчитан на привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также на развитие внутреннего туризма в межсезонный период. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года. Бадр Гунба принял делегацию Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным. Глава государства отметил, что добрососедские отношения между Абхазией и Россией крепнут. Также развиваются связи республики с российскими регионами. Бадр Гунба подчеркнул, что в стране помнят о вкладе добровольцев из России, которые пришли на помощь абхазскому народу в годы войны. Никитин поздравил главу государства и жителей республики с наступающим Днем Победы и Независимости. Позвольте поприветствовать вас в Абхазии. Мы рады вашему визиту. Взаимоотношения между нашими странами активно развиваются. У нас добрососедские, братские отношения между нашими народами. Мы всегда чувствовали поддержку Великой России. Очень отрадно и приятно, что регионы Российской Федерации активно включаются в совместную деятельность, вопросы созидания, вопросы улучшения качества жизни граждан. Мы ценим поддержку граждан России, добровольцев, которые в свое время пришли на защиту нашей Родины. Здесь были и наши братья из Северного Кавказа, представители Юга России, представители многих регионов Российской Федерации, которые ни разу не бывали в Абхазии, но пришли защитить братский абхазский народ, сохранить справедливость, и мы, конечно же, дорожим памятью тех людей, которые сложили свои головы. Сегодня мы на пути созидания, на пути взаимодействия, и сегодня не менее ответственная миссия сохранить нашу государственность, создать благоприятные условия для развития нашего Отечества, и в этом смысле нам
Для нас бесценна поддержка каждого того, кто протянул нам эту руку помощи, поддержки. И, конечно же, среди тех, кого мы благодарим за поддержку, это непосредственно вы, Нижегородская область, которая активно участвует в рамках нашего взаимодействия, в сотрудничестве. Буквально в 2024 году было подписано соглашение между Нижним Новгородом и городом Сухум о побратимстве. Мы рады этому событию. В текущем году мы немало мероприятий совместных провели. Знаю, что и абхазская делегация во главе с вице-президентом находилась в Нижнем Новгороде. И я уверен, что именно такие события, мероприятия позволят нам улучшить и взаимодействие, и нарастить товарооборот, в экономическая составляющая и ряд других ключевых показателей, которые очень важны в рамках нашего взаимодействия. Позвольте еще раз поприветствовать вас, уважаемые коллеги. Рады вашему визиту. Спасибо. В этот день мне бы хотелось в первую очередь поздравить вас с наступающим Днем Победы, независимости страны, со знаменательной датой в истории Республики Абхазия. И хочется отметить, что это было действительно событие, ставшее ориентиром для будущих процессов не только в Абхазии, и является значимой вехой вообще в истории пространства, которое возникло после крушения Советского Союза. Это, я бы сказал, даже для мировой истории тоже это знаковое событие весьма. Что касается нашего сотрудничества, то я лично, персонально курирую этот вопрос, и все решения, которые принимались, мы прорабатывали вместе, от всей души. Да, сказать, наиболее активную роль сейчас играл Юрий Владимирович Шалабаев, наш дорогой друг, член команды, который часто, сказать, и посещал Республику Абхазия и реализовывал соглашение о побратимстве между Сухумом и Нижним Новгородом. А я, в свою очередь, первый раз, на самом деле, сегодня в Сухуме. Но это не значит, что мы не видели материалы фотофиксации, не видели, сказать, схемы, материалы и так далее. Я с большим нетерпением, честно говоря, ждал того момента, когда мне самому удастся приехать, познакомиться и увидеть город. Уже удалось посетить некоторые пространства, в том числе, где уже присутствует некий вклад нашего региона. Но и в общем впечатление абсолютно замечательное, то есть впечатление такого настоящего, доброго, морского, при этом еще и горного, природного такого ландшафта, да, и мне кажется, что и люди, там еще не так много удалось пообщаться, правда, были возможности в жизни с абхазами общаться и за пределами Абхазии, но мне кажется, что вот уже по антуражу видно, что люди замечательные, и я думаю, что в Абхазии очень большое будущее, и достаточно быстрая динамика будет происходить в ближайшее время. Я в это искренне верю. Очень важными назвал соглашения, подписанные между Абхазией и Южной Осетией на полях первого международного экономического форума в Цхинвале премьер-министр Владимир Делба. Делегация Республики Южная Осетия во главе с председателем правительства Константином Джусоевым прибыла в Сухум для участия в праздновании Дня Победы и независимости Абхазии. Абхазия очень символично, что вы со своими коллегами, с большой командой прибыли вместе с нами отмечать наш самый главный праздник – День Победы. Символично, что наши братские народы помнят и чтят каждый прожитый день во время войны, и хорошо исторически сложились традиции, что мы ездим друг к другу на подобные праздники и поздравляем наши народы. Буквально 10 дней тому назад наша делегация во главе с президентом республики побывала у вас на важном празднике, 35-летие со дня основания Южной Осетии. Очень символичный праздник,
И мы видели в глазах народа Южной Осетии, насколько они свободны, насколько они любят свою землю и точно понимают, какой ценой это все досталось. Поэтому мы рады вас приветствовать на территории страны. Вспоминается еще и одновременно в эти дни проходил первый международный экономический форум. Великолепная организация была и содержательная часть замечательная. Полагаю, что уровень развития Южной Осетии, как и социальный, так и экономически, будет динамично расти. Ну и, разумеется, работа между нашими правительствами не останавливается. У нас уже подписан ряд соглашений, и вот на полях первого международного экономического форума, который в Южной Осетии проходил, мы подписали, на наш взгляд, важнейший документ о соглашении в режиме торговли товарами. Тоже даст импульс взаимодействия, свободно перемещаться товаров. Дальше сотрудничество будет развиваться по отдельным направлениям различных ведомств. Полагаю, что именно в такой динамике мы продолжим наше сотрудничество. Встречались, вы большой делегацией приехали к нам в Южную Осетию, что, конечно, отрадно. И мы сегодня тоже не такой большой делегацией, но с большой душой приехали к вам, чтобы быть рядом с вами. У нас это отношения наши сложились уже давно. Я думаю, что хочу, во-первых, поздравить с этим праздником. Вот завтра мы еще, конечно, будет завтра праздником, с наступающим праздником. Я думаю, что вот вы правильно заметили, что у нас подписано соглашение, которое мы будем, естественно, исполнять. Ну и в дальнейшем, я думаю, что все наши отношения будут развиваться только в положительном русле. Проведение спортивных мероприятий, открытие площадок и повышение квалификации тренеров из Абхазии, создание в Ткварчале шахматной и баскетбольной лиг. Премьер-министр Владимир Делба и генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин обсудили совместные проекты Росэнергоатома и абхазских ведомств. Владимир Делба подчеркнул значимость этих проектов для молодежи Абхазии и поблагодарил Росэнергоатом за поддержку. Накануне 32-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии в поселке Финский, город Ткварчал, открыли мемориал в память о местных жителях, погибших на войне. Инициаторами его создания стали сами жители. Воплотить идею помог бывший руководитель Абхаз-Автодора Максим Харчилава. На мемориале увековечены имена 13 земляков, не вернувшихся с войны. В день открытия прошел траурный митинг. Звучали военные песни и стихи. Люди вспоминали подвиг сыновей, отцов и братьев. В церемонии открытия мемориала приняли участие школьники, ветераны, представители администрации, местные жители, а также семьи погибших. Бадра Гунба выступил с поздравительной речью на конно-спортивных соревнованиях в селе Мук, приуроченных ко Дню Победы. В соревнованиях, проходивших 28 и 29 сентября, приняли участие жокеи из Ачимчирского и Гулрыбского районов, состязавшиеся в метании дротиков, конном футболе, джигитовке и заездах на разных дистанциях. Ежегодное мероприятие собрало поклонников конного спорта со всей Абхазии, а также приняло официальную делегацию из Южной Осетии. Сегодня, накануне Дня Победы и независимости, президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили генерала армии Мираба Кишимария, командовавшего Восточным фронтом во время Отечественной войны народа Абхазии у него дома в городе Ачимчира. Основоположников современного абхазского права наградили медалями Конституционного суда. Церемония прошла в рамках второй абхазской юридической недели, посвященной 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Арзенба. Специальными медалями были награждены депутаты первого созыва парламента Абхазии, авторы основного закона страны, судьи Верховного суда, политические и общественные деятели. Юридическая неделя насыщена мероприятиями. И это мероприятие, мне кажется, уникального характера. Впервые Конституционный суд совместно с Институтом экономики и права Академии наук Абхазии проводил научную сессию «Свобода Апсны. Смысл всей моей жизни».
политико-правовое наследие первого президента Владислава Ардзинба в современных условиях и развитие государственных институтов. Впервые мы организовали и провели цикл лекций «Актуальные проблемы развития права на современном этапе» для сотрудников органов государственного управления, для аспирантов Института экономики и права, для студентов Абхазского государственного университета и для всех тех, для каждого юриста, кто хочет узнать новое, современное, актуальное из уст блестящих юристов, наших коллег из ведущих научных и образовательных учреждений Российской Федерации. Конституционный суд включил в программу Абхазской юридической недели проведение 4-й международной научно-практической конференции «Архитектура публичной власти. Становление, развитие, перспективы». Конституционный суд учредил ведомственные медали «30 лет Конституции Республики Абхазия» и медаль «За вклад в укрепление конституционных ценностей». И сегодня имею честь от имени и от лица Конституционного суда вручить эти медали. Выставка фотографий героев России, в том числе погибших в ходе специальной военной операции, была развернута сегодня на набережной Махаджира в Сухуми. Организовали ее политическая партия «Единая Абхазия» совместно с Тамбовской областью. Выставку организовали наши тамбовские друзья. У нас с 2011 года с тамбовским городом по-братимские отношения. Мы взаимодействуем по всем направлениям с первого дня. Очень активный город в сфере образования, культуры, здравоохранения, как говорится. Мы не останавливались ни один день. У каждого горожанина сегодня есть возможность прийти посмотреть. И ребята, конечно, которые сегодня воюют на Донбассе, это Пятнашка, легендарный герой Донбасса, Ахравец, его команда. Все они здесь отразили, все очень красиво и аккуратно сделали, за что я очень сильно благодарю и администрация города, и Тимур Михайлович благодарит за такую проведенную работу. Спасибо им огромное. Естественно, мы говорим о том, что есть преемственность поколений, потому что сейчас мы совместно боремся с другой напастью. Мы участвуем в специальной военной операции, и этому посвящена также совместные планшеты. И ваша бригада «Пятнашка», да, которая участвует в боевых действиях, мы привезли также информационные стенды про наших героев, героев России, которые и погибли уже на полях сражений, и сейчас живут, и отмечены особыми знаками. Мы тоже чтим память наших героев, которые сейчас сражаются. Это совместный проект с администрацией города Сухум и с партией «Единая Абхазия». Все материалы нам предоставлены вашими коллегами. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошла встреча ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с вдовами и матерями погибших участников СВО из Дагестана. Встреча была организована единым штабом поддержки Донбассу. В рамках мероприятия ветеранам войны были вручены медали Министерства обороны и медали за победу, а командиру одного из подразделений ДНР был вручен золотой Георгиевский крест первой степени Черноморского казачьего войска Республики Абхазия. Гости из Республики Дагестан находятся здесь по приглашению Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Настолько здесь на высоком пьедестале ставится патриотизм, уже патриотическое воспитание молодежи. Просто эмоции наши, прям, можно сказать, зашкаливают. Настолько это ваш ни один человек без слез не может говорить о героях, которые ушли, защищая Абхазию уже больше 30 лет. Спасибо вам за то, что вы цените подвиги героев, цените победу, которая была нелегко завоевана. И низкий поклон вашим матерям, низкий поклон вашим героям и нашим героям, которые в свое время тоже пришли на помощь. И вам сегодня, которые тоже стоите рядом с нами, не из самых легких времен, когда Россия проходит. Спасибо большое всем за все. За делегацию с Донбасса, я скажу, это люди, которые воевали 14-15, кое-кто воюет по сегодняшний день. Вот, эти люди тоже делегация, тоже приглашены
нами. Мы привезли этих людей отдохнуть в Абхазии, чтобы они посмотрели, как у нас проходит праздник, мероприятия. Благодаря нашему другу из Гудаута, председателю Гудаутского отделения Александру Нурову. В преддверии праздника Дня Победы нашей войны мы пригласили из Дагестана вдовы матерей, чьи мужья, дети погибли в специальной военной операции. Они защищали нашу общую свободу, все они герои, что во время войны к нам добровольцы сразу на второй день приехали рядом с нами, встали, дали нам сильную поддержку и помогли нам освободить нашу родину. Так и мы всем, что можем, стараемся, рядом стоим, чем можем, помогаем. Меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством туризма и промысла в Нижегородской области Российской Федерации подписали в Сухуми. Подписи под меморандумом поставили министры Астамур Логуа и Сергей Яковлев. Стороны в рамках своих компетенций будут укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма, обмениваться информацией, лучшими практиками и опытом повышения качества туристских услуг, а также опытом регулирования деятельности организаций в сфере туризма. Очень рады вас видеть на абхазской земле, тем более в такой святой для нас праздник, День Победы и Независимости. Думаю, что вы за пару дней уже что-то смогли увидеть, отметить для себя. Мы безумно рады видеть все делегации, а в особенности делегацию Нижнего Новгорода, Нижегородской области, так как нас связывает большая общая история, и даже сегодня на встрече с президентом были озвучены цифры, то, как Нижний Новгород и Нижегородская область в целом поддерживает Абхазию. Например, не менее 200 студентов за последние 15 лет выучились на Нижегородской земле, сегодня развивают нашу страну. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество во всех отраслях. А вы знаете, что наша с вами отрасль одна из самых главных. В Абхазии принято говорить, что локомотив абхазской экономики – это туризм. Поэтому мы хотим еще раз формализовать все то, что у нас есть. Это не новые отношения, они передались нам от наших старших, сегодня наше поколение. Я думаю, что данным соглашением мы формализуем все те отношения, которые есть между нашими народами, между жителями Абхазии и Нижегородской области. Искренне благодарен за прием делегации Нижегородской области на невероятно доброй, душевной земле Абхазии. Нас связывают, как вы правильно сказали, десятки, сотни лет. И мы не просто друзья, мы родные, поэтому принято в наших культурах, что родные должны помогать друг другу и идти одним курсом. Направление и отрасль туризма – это важная составляющая вашей страны и важная составляющая нашего региона. Это важный экономический компонент бюджетов и экономик наших стран. Поэтому от Нижегородской области все, что мы можем помочь, оказать содействие в разработках, в передовых разных подходах, мы, конечно, с радостью будем это передавать. Между Гуандунской ТПП и Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия подписан протокол о намерениях. Делегация ТПП Абхазии во главе с президентом Тамилой Мирсхулава приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков, которая проходила с 26 по 28 сентября в Китае. Ключевыми событиями программы, придавшими новый импульс развитию торгово-экономических связей между Абхазией и КНР, стала серия двусторонних переговоров с Гуандунской торговой палатой экспорта и импорта. Обсуждался широкий круг вопросов, включая увеличение товарооборота, упрощение административных процедур, требования к необходимой документации для поставок и конкретные шаги по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами. Были детально рассмотрены точечные запросы абхазских представителей из сфер банковского сектора, пищевой промышленности и туризма. На выставке Абхазия представила образцы продукции ведущих национальных производителей. Предлагались алкогольные напитки компаний «Вина и воды Абхазии», «Шато Абхаз», «Аргун-Яшта», «Абхаз-Вино» и «Дурипская винодельня». Также была представлена известная абхазская аджика «Амца», ООО «Абхаз-продукты», безалкогольные продукты, минеральная вода, продукция пивоваренного завода «Сухумский».
Музей Банка Абхазии организовал необычную выставку. Прямо перед музеем были представлены монеты и банкноты, выпущенные Национальным банком. Экспозиция привлекла внимание множества горожан и гостей столицы. Репортаж Налыч Хинджерия. Абхазский абсар красиво выглядит даже издалека. Каждый пытается разглядеть банкноты вблизи. При желании 25, 10, 50 и 500 абсар могут оказаться и в вашем кошельке. Есть магазины, которые берут эти купюры, но при этом официально в оборот они не введены. Чтобы каждый гость и местный увидел эту красоту, Музей Банка Абхазии провел акцию «Победа на монетах» прямо у входа в музей. Каждый желающий мог на месте получить информацию о банкнотах. Монеты наши становятся все более популярны, и вот посредством монет наше государство – это еще один важный источник информации, через который наше государство сообщает важный для себя политического значения какую-то информацию, идеологического значения. Вот монеты в полной мере отвечают всем этим признакам. Музей Банка Абхазии также представил монеты, выпущенные к юбилейным датам и посвященные главному государственному празднику страны. Автором большинства из них является художник Батал Джабуа. Есть монеты авторства Тимура Кайтан. И первые монеты, с которого началась вообще история выпуска абхазских денег, первые 4 монеты посвящены победе были. Это 2 монеты Владислава Ардзенба в золоте и серебре, и 2 монеты Аяра, серебро с золочением. И последняя монета в этой серии – это монета, посвященная 30-летию Победы. А также у нас есть одна единственная выпущенная, первая, кстати, в истории Абхазии банкнота, 500 абсаров Владислава Ардзенба, тоже представлена здесь. В общем, на выставке представлены 13 монет и 1 банкнота. Есть монеты, посвященные Гагре, Тухарчалу, Гудауте. Представлены монеты и с изображением Владислава Ардзенба, Сергея Адбар, Султана Сосналеева. Нужно отметить, что первые монеты, выпущенные банком, были посвящены Дню Победы и независимости. Нет, я вообще-то далека от этого, но просто, конечно, интересно, что было, что сейчас, и что предлагается, и что будет. Буду обращать внимание и скажу, да, вот это мне попалось, вот это я видела в каком-то хорошем месте. Ну, конечно, вот это бы. Ну, вот это потому что красочно, потому что я очень люблю краски, ну, наверное, вот это и куплю. Нам недавно подарила как раз знакомая 10 абсаров, они очень красивые, и очень рада, что у нас начинают это развивать. И очень интересно, кстати, история денежного обращения в Абхазии. Я думаю, это то, что должны знать все. По монетам именно мы можем узнать, какие страны были на нашей территории, какова была наша история. Всего с 2008 года было выпущено около 130 монет, 20 из них посвящены победе. Кроме того, в скором времени планируется выпуск еще одной монеты с изображением археолога-героя Абхазии Мушни Хварцкия. Налыч Хинджерия, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Народные гуляния прошли в Гулрыбском районе в честь празднования 32-й годовщины освобождения района от грузинских оккупантов. Угощения, мастер-классы, праздничная программа и, конечно же, фейерверк. На гуляниях была Гугуца Вардания. Чтобы больше никогда не было войны. Всем счастья, здоровья, чтобы никогда люди не болели и чтобы больше войны не было. Это пожелание ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии из уст детей. Праздник под мирным небом над головой, национальные песни и танцы, изобилие угощений. Эту возможность нам подарили те, кто сложили свои головы за свободу и независимость Абсны. Народные гуляния в Гулрыбском районе посвящены его освобождению и дарам осени. Все села представили свои кулинарные яства, свежие натуральные фрукты, блюда национальной кухни. У гостей была возможность отведать угощения за столами. Мероприятие открыл глава района Саид Харазия. Чем нас угощать будет? Апама, голубцы, шашлык. Весь интернационал нашего абхазского народа, все те народы, которые проживают на территории Абхазии, мы попытались выставить у нас за столом. Впечатление от праздника? Очень красивый праздник, такие все добродушные люди, просто все замечательно.
Что успели попробовать? Мы попробовали мясо копченое, мамалышку и курочку. Как вам праздник сегодня? Отлично. Что успели попробовать из абхазской национальной кухни? Хачапури успели попробовать, очень вкусное национальное. Мясо успели попробовать, тоже очень вкусное. Ну что еще, чачу, тоже очень вкусное. Вы отдыхать приехали? Да, отдыхать. Впервые на таком празднике национальном? Да, очень часто приезжаем, но на праздники впервые. Спасибо огромное Гурыбскому району, который создает такую атмосферу. Мне здесь все очень нравится. Нина, как тебе на празднике, как атмосфера? Ой, очень хорошо. Многих встретила. Еда очень вкусная. Кроме того, здесь под открытым небом можно было изготовить нож собственного производства и забрать его с собой. Обучает этому мастерству Тимур Дзидзария. И вот походная кузня, молодежь кует ножи, учится. Все хотят сделать, рады за них. Кто-нибудь уже сделал? Да, уже пару штук сделали, забрали. Для гостей была организована программа с участием артистов эстрады. Завершились народные гуляния праздничным фейерверком. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Завтра, 30 сентября, по всей республике пройдут памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В столице они начнутся в 10 часов утра с церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы. В 11:30 на площади Свободы пройдут военные парады и колонна Бессмертного полка. В 12 часов возложение цветов к мемориалу первого президента в Нижней-Шере. В 14 часов возложение цветов к могиле второго президента Сергея Багапш в Джгарде. В 18:30 в Абхазской госфилармонии начнется праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады. Абхазское телевидение завтра будет вещать целый день. С 8 часов утра в нашем эфире прямые включения с мест событий. Кроме того, вас ждут новые передачи и программы, а гости студии, ветераны Отечественной войны поделятся своими воспоминаниями. Оставайтесь на нашем канале и празднуйте День Победы вместе с нами. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 30 сентября, в Абхазии временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 11-16, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом все. Всего хорошего. До свидания.